Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Ольга Балабкина расскажет о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 24 августа. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова сегодня эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки в Якутии выявлено и определено 44 новых случая коронавирусной инфекции. В том числе в городе Якутске это 20 случаев, в Мирном 4 случая, по 3 случая в Алданском, Нерюнгринском и Верхневилюйских районах, по 2 случая в Горном и Мегино-Кангаласских районах. По 1 случаю в Нюрбинском, Оленёкском, Сунтарском, Татинском, Усть-Алданском, Хангаласском и Ленских районах. Соответствующие санитарные службы на территориях районов совместно с медиками центральных районных больниц выявили все ближайшие контакты, их изолировали и, соответственно, начали лечение сегодня по всем выявленным случаям. Необходимо обратить внимание, что очень много вызывает общественного резонанса обращение и приход вируса в небольшие населенные пункты. И это, безусловно, тогда, когда небольшой населенный пункт, действительно вирус очень быстро распространяется. Мы видели это на примере салбанцев в Намском районе, когда буквально за 2 дня непосредственно все взрослое население оказалось под угрозой этого вируса. И, соответственно, сегодня в сети появилось обращение, которое написано жителями села Желенды, Оленёкского района. Я хочу, соответственно, еще достаточно официально и четко сказать, что на настоящий момент ситуация находится под контролем. Есть там и соответствующая медицинская бригада, и Оленёкское первичное звено Центральной районной больницы оснащено всем необходимым для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Да, действительно, в этих ситуациях каждый ведет себя по-разному, но именно сейчас очень сильно нам важна консолидация всех вместе. При этом консолидация не только жителей и медиков, но сегодня еще нужна и консолидация в преддверии 1 сентября жителей всей республики, особенно тех, кто является и родителями маленьких детей, которые пойдут в детский сад, и родителями тех, кто пойдет в школу. Сегодня и родительская общественность, медицинская общественность, и все вместе мы должны четко понимать, что наша задача органов государственной власти, органов местного самоуправления обеспечить безопасное 1 сентября, но, соответственно, родителям вместе с детьми, тоже соблюдая все нормы, постараться непосредственно войти в этот учебный процесс с четким пониманием о необходимости соблюдения тех или иных санитарных эпидемиологических норм. У нас впереди 1 сентября. Очень много вопросов возникает по тому, как будут обучаться наши студенты высших учебных заведений. Сегодня четкая позиция есть у Северо-Восточного федерального университета. И на настоящий момент, в сентябре месяце, очно будут учиться только студенты 1-го курса. Остальные студенты начинают обучаться непосредственно дистанционно. Просим отнестись также к этому достаточно спокойно и, в общем-то, приступить к обучению так, как и требует этого учебная программа. Ко мне уже буквально в субботу, в пятницу был ряд обращений от студентов. Некоторые из них готовят обращения для того, чтобы начать очное обучение. Давайте проявим немного терпения, посмотрим, как у нас пройдет сентябрь, а соответственно в сентябре отучимся дистанционно, для того, чтобы в последующем у нас не было достаточно больших вспышек заболеваний. Студенты, в отличие от детей, они уже все равно относятся к категории взрослых, и сложно сказать, что во всех случаях у них заболевание проходит бессимптомно. Уже есть определенного рода более серьезное течение заболеваний как таковое. Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации студентам, в отличие от детей, рекомендовано находиться в вузах в масках. Поэтому здесь на этот момент я бы тоже хотела обратить внимание.
Наши врачи работают как в инфекционных стационарах, так и в амбулаторных стационарах в республике. И также продолжают лечить как дистанционно через облачную поликлинику, так и очно тех больных, которые лечатся амбулаторно. Однако за последние сутки у нас подтвердилось 2 летальных случая именно от новой коронавирусной инфекции. Лаборатории республики продолжают работать, и проведено было за последние сутки, хотя было и воскресенье, 2400 исследований на коронавирус. На что бы еще сегодня хотелось обратить внимание? Это на то, что начинается, соответственно, прививочная кампания. Идет прививочная кампания против гриппа. И наша задача ни в коей мере не допустить микс этих инфекций. Поэтому сегодня всем районам поставлена задача найти отдельные помещения под размещение стационаров подгриппозных больных. Грипп приходит нового штампа. Соединять их в одной больнице, в одном инфекционных стационарах с ковидными, безусловно, ни в коем случае нельзя. Поэтому возникает ряд вопросов о том, что в интернатах, в общежитиях могут быть использованы и эти интернаты и общежития под резервные стационары подгриппозных больных. Наших же с вами жителей Республики Саха-Якутия, жителей определенного населенного пункта. Поэтому, каждый случай он рассматривается отдельно. Большая просьба без флешмобов разрешать все вопросы на уровне непосредственно органов местного самоуправления. Всегда можно найти непосредственно компромисс, особенно когда выбор стоит между здоровьем и нездоровьем. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба о текущей ситуации с коронавирусом в регионе на 24 августа. Оставайтесь с нами.